эфире игра «Ума-палата». У школьников не должно возникнуть проблем с ответами на вопросы нашей викторины. А вот взрослым придется постараться, чтобы ответить на них верно. Или мы ошибаемся, и ваши знания свежи, как будто вы вчера вышли из-за парты. Давайте это проверим с нашими сегодняшними игроками. У нас как раз один школьник, другой взрослый. На кого вы поставите? А пока познакомимся с ними. Игроки, представьтесь. Владислав Санников, учащийся 11 класса НАМСК номер 1 имени Ивана Семеновича Гаврилева. Павел Неустроев, пенсионер, Амгинский УЛУС. Павел, я полагаю, что вы могли смотреть по телевизору нашу передачу. К какому выводу вы пришли? Кто побеждает в игре «Ума-палата»? Тот, кто более эрудированный, или тот, кто более удачливый? Это как получится. Иногда может попасться более-менее нормальный вопрос, а иногда может всякие разные тяжелые вопросы. Павел, с какой целью вы пришли на нашу передачу? Проверить себя, свою эрудицию. Если так получится, что вы выиграете у Владислава, вам не будет стыдно, что вы выиграли у школьника, который в силу своего юного возраста не может обладать тем багажом знаний, которым вы определенно владеете? Безусловно, будет стыдно. Но, тем не менее, попытайтесь играть в полную силу, верно? Да. Да, потому что мы предпочитаем только честные игры. Владислав, каков ваш прогноз по поводу сегодняшней игры? Прогнозы у меня самые положительные, будь то в свою пользу, будь то в пользу моего оппонента. Я обеим нам желаю удачи и силы терпения. Сегодня вы будете сражаться против человека, который получил советское образование, который до сих пор во всем мире считается одним из самых образцовых. Это не страшит вас? Вовсе нет на самом деле, потому что да, я в себе уверен и думаю себя довольно-таки начитанным человеком. Можете ли вы назвать конкретные области знания, в которых вы, по вашему мнению, сильны? Так как я школьник, меня больше всего интересуют гуманитарные дисциплины, а конкретно такие предметы, как обществознание, история и, наверное, русский язык. Вот в этих сферах я думаю себя наиболее начитанным и эрудированным. Считаете ли вы, что есть области знания, в которых Павел не может разбираться? Думаю, нет. В силу его опыта, прожитых лет, думаю, он в большинстве своем будет, не знаю, разбираться во всех сферах, думаю так. Ну что же, оба решительны и оба настроены на качественную игру, которая сегодня покажет, сможете ли вы побороться за главный приз игры «Ума-палата». Это 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в первом раунде. Игроки, приступайте. Павел, удача на вашей стороне. Вы будете отвечать первым. Верните шар на место, мы будем начинать. Теперь о правилах. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первым начинает Павел. Итак, первый раунд. Павел, как называется четырехугольник, у которого 2 противоположные стороны параллельны, а 2 нет? Пас. Трапеция. Владислав, кого из великих математиков называют отцом алгебры? Аристотель. Виетта. Павел, моря какого океана не омывают Россию? Атлантический, Индийский, Тихий? Индийского. Верно. Владислав, в введении какого раздела физики находятся миражи и радуга? Преломление. Оптика. Павел, что нужно сделать с делителем при делении 2 дробей, чтобы преобразовать это выражение в произведение? Пас. Перевернуть. Владислав, кто автор рассказа «Гранатовый браслет»? Пас. Куприн. Павел, мужской репродуктивный орган цветковых растений – это? Тычинка. Верно. Владислав, крупнейшим сражением какой войны стала знаменитая Бородинская битва? Пас. Отечественная война 1812 года. Павел, с какой стороны пешеход должен обходить трамвай? Пас. Спереди. Владислав, какой газ является самым легким? Гелий. Водород. Павел, сколько композиторов объединила знаменитая могучая кучка? Пас. 5. Владислав, в каком рукаве Млечного Пути расположена наша Солнечная система? Лево. Рукав Ориона. Павел, как называется стабильная отрицательно заряженная элементарная частица? Ион. Электрон. Владислав, какой из газов преобладает в составе воздуха? Водород, кислород, углекислый газ, азот. Азот. Азот, верно. Павел, что получится, если умножить 2/3 на 3/5? Пас. 2/5. Владислав, где происходит фотосинтез у зеленых растений?
Пас. Хлоропластах. Павел, как найти объем тела при известных массе и плотности? Пас. Массу разделить на плотность. Владислав, во сколько раз оставляет ионизирующее излучение стены кирпичного дома? В 3, 5, 10, 50, 100 раз. 50. 100. Павел, кто написал сказку «Конек-горбунок»? Ершов. Верно. Владислав, кто возглавлял первую русскую антарктическую экспедицию в 1819 году? Пас. Бельсгаузен, Лазарев. Павел, твари, дрожащие или правое имя, откуда это замездав цитата? Пас. Преступление и наказание. Владислав, для решения каких уравнений применяется теорема Виета? Геометрический. Квадратных. Павел, как называется физическая величина, которая обозначается символом n и измеряется в ваттах? Сопротивление. Мощность. Владислав, какой спорт самый популярный в Якутии по количеству зрителей? Масс-рестлинг. Вольная борьба. Павел, какое химическое вещество образуется при взаимодействии фосфора с водой? Пас. Ортофосфорная кислота. Время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика первого раунда выглядит следующим образом. Я задал вам 25 вопросов, при этом Павел дал 3 правильных ответа, а Владислав 1. Павел, почему только 3 правильных ответа? Есть растерянность. Хотя знал, что это мощность. Но по ПХ не то слово сказал. Владислав, 1 правильный ответ. Тут я буду полностью солидарен со своим оппонентом, потому что действительно ограниченное время и скорость чтения вопросов, так сказать, давят на тебя. Да, таковы правила игры. Но если вы хотите, я могу задавать вопросы так медленно, чтобы за время одного раунда я успел вам задать, ну, скажем, 7 неспешных Нет, вопросов. лучше не Это вам надо. поможет? Лучше не надо. Лучше не Давайте надо. Чем в прежнем больше темпе. вопросов я задам, тем больше у вас шансов выиграть. Но, судя по результатам, их не так много. Тем не менее, Павел, вы получили преимущество. Вы будете отвечать первым на вопросы второго раунда. Второй раунд длится также 2 минуты. Переход хода осуществляется после ошибки игрока. Это означает, что игрок, дающий правильный ответ, не оставляет оппоненту шансов для ответа. Павел, к какой части речи относится слово «привет»? Пас. Междометие. Владислав, что будет, если смешать гидроситната с сульфатом меди, жидкость позеленеет, выделится газ, выпадет осадок синего цвета? Позеленеет. Верно. Владислав, как называется болотная трава? Пас. Осокорогос. Павел, что замерзает быстрее, горячая или холодная вода? Горячий. Верно. Павел, этот врач первым стал вести записи истории болезней своих пациентов. Павлов. Гиппократ. Владислав, какие острова были тщательно изучены Чарльзом Дарвином? Галапагосский. Верно. Владислав, Джозеф Генри получил признание за это изобретение в 1831 году, которое, как говорили, произвело революцию в способах общения людей того времени. Что это было за изобретение? Телеграф. Верно. Владислав, как называется род тонкотелых обезьян, обитающих на острове Борнео? Носачи. Верно. Владислав, сколько примерно составляет же прожиточный минимум в Якутии для трудоспособного населения Так. в 2025 году? 29 тысяч. Верно. Владислав, какой спорт самый мокрый? Плавание. Верно. Владислав, сколько раз был установлен рекорд в Гиннесса на Сахи Туймады? 17. 4. Павел, к какой группе языков относятся эвенские и венкийские языки? Тунгуса-Маньчжурская. Верно. Павел, какие 2 океана соединяют Берингов пролив? Тихий и Северный Ледовитый. Верно. Павел, какая из планет Солнечной системы имеет спутник, именуемый Фобосом? Юпитер. Марс. Владислав, назовите самое большое озеро Африки. Виктория. Верно. Владислав, в каком веке Антони ван Левенгук впервые смог разглядеть бактерии под микроскопом? 17. Верно. Владислав, кем является, по мнению Фридриха Ницше, познавший самого себя человек? Богом, царем, палачом, сверхчеловеком? Богом. Палачом. Павел, в каком веке было смутное время в России? В 16-м. Конец 16-го, засчитаем. Какой цветок, распускающийся весной, дал название красивому драгоценному камню? Пас. Гиацинт. Владислав, какой дефект внешности считается в Японии признаком красоты? Косоглазие, кривые зубы, лопоухость. Кривые зубы. Верно. Владислав, у какого из этих чисел 9 нулей? Миллиард, триллион, квинтиллион? Миллиард. Верно. Владислав, назовите 4 азотистых основания молекул ДНК. Пас. Аденин, цитозин, гуанин и тимин. Павел, привычка свыше нам дана до замены счастья. У нас какого произведения? Это строфа. Пас. Евгений Онегин. Время вышло. Второй раунд завершен. За его время я задал вам 23 вопроса. При этом Павел дал 4 правильных ответа, а Владислав 10. Владислав, весьма похвально. Наконец-таки вы продемонстрировали уровень знаний, который мы от вас ожидали. Вы многое знаете и про телеграф, и про обезьян носачей, обитающих на острове Борнео. Откуда эти познания? Про телеграф это я пытался логически связать, так как до радио как будто бы и рано, а какой еще... Почему-то я подумал на средства связи. Сперва хотел сказать телефон, потом радио, потом смотрю на дату, а там слишком рано. Потом вспоминаю про такое замечательное изобретение, как телеграф, и решил его озвучить. А про носачей, они просто забавные животные, я их знаю с детства, и решил про них вспомнить. На кого будете поступать? Планирую поступать в исторический факультет СУФУ на политолога.
Ну что же, мы желаем вам удачи и уверены, что у вас все получится. А что касается Павла, то у вас ничего не получилось. 4 правильных ответа. Это очень мало. Были вопросы, на которые вы знали ответы? Нет. Были вопросы, на которые вы знали ответы, но они достались по случаю удачи Владиславу. Нет. Зато честно и открыто. Павел, тем не менее, мы не можем не порадоваться тому, что вы проявили интерес к нашей передаче, что ее смотрите и приехали сюда из Амги. И для нас это, конечно, весьма почетно и радостно. Спасибо за игру. Было очень интересно. Вот. И желаю Владиславу победить и выйти в финал и выиграть суперприз. Благодарю. Удачи. До свидания. До свидания. Владислав, в течение 1 минуты я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума Палата» – это 100 тысяч рублей. Я сообщаю вам, что за этот большой денежный куш можно побороться в конце телевизионного сезона. Владислав, какие организмы относятся к неклеточным формам жизни? Амебы? Вирусы. Какой пигмент содержится в клетке F глено-зеленой? Пас. Хлорофилл. Как называлась система расовой сегрегации в Южной Африке? Пас. Апартеид. Какая планета расположена ближе всего к Солнцу? Меркурий? Верно. Кто является основоположником психоанализа? Пас. Зигмунд Фрейд. Какое животное умеет издавать свист, который равен по мощности и гулу низколетящего реактивного самолета? Дальневосточная квакша, лягушка Коки, зеленая жаба. Лягушка Коки. Верно. При царе Алексее Михайловиче Романове разрешили торговать тем, за что при предыдущем царе Михаиле Федоровиче резали носы. Что это? Соль. Табак. Какого рода слово умница? Ум. Общего. У африканской народности суахили есть легенда, повествующая о том, что первый человек спустился на землю с неба. Кто помог ему это сделать? Пас. Жираф. Что из этого относится к однодольным растениям? Пшеница, арбуз, фасоль. Пшеница. Верно. Количество товара, которое производитель готов вывести на рынок в определенный момент времени по определенной цене, это? Тираж. Это предложение. Время вышло. За время 3-го раунда я задал вам 11 вопросов, при этом вы дали 3 правильных ответа. Мы хвалим вас за то, что вы продемонстрировали достойный уровень знаний, включенность в игру, и вы действительно демонстрировали эти знания из области и географии, и биологии, и литературы, и многих других, но совсем растерялись в 3-м раунде, несмотря на блестящий 2-й раунд, который позволил вам выиграть у Павла. Что помешало вам в 3-м раунде? Может быть, вопросы вам показались чрезмерно сложными? Вы, может быть, расслабились? Так, ну, что помешало? Это, наверное, не знаю, судьбоносность, что ли, этого раунда. Это первое. Второе, наверное, действительно, вопросы были из тех сфер, которые мне непостижимы, скажем так. Вот этого я тоже не скрываю, то, что тоже у меня есть пробелы определенные. Вот. Наверное, да. Вот. 2 причины основные. Ну что же, к сожалению, в последнем решающем раунде, который все и определял, вы не смогли пополнить копилку правильных ответов до 20, поэтому покидаете нашу игру. Спасибо вам за нее. Она была неплоха. До свидания. До свидания. Это игра «Ума Палата». Что ж, было весьма любопытно наблюдать за противостоянием советского и современного образования. Но, увы, ни первый, ни второй меня не обрадовали. Посмотрим, как справятся наши следующие игроки прямо сейчас. Это игра «Ума Палата». Все 11 лет многие наверняка вопрошали у мироздания и родителей: зачем мне эта физика? В жизни она мне точно не пригодится. А вот и пригодится. Хотя бы для того, чтобы принять участие в нашей телевикторине или дома, сидя у экрана телевизора, отвечать на вопросы нашего теста. А пока познакомимся с нашими следующими игроками. Игроки, представьтесь. Эверстова Саяна, ученица 11 класса Инамской СОЖ-1. Васильев Александр, ученик 9 класса, школа номер 5 города Якутска. Саяна, как вы учитесь в школе? Нормально. Нормально это значит как? Ну, отличница. Здорово. Ну так и говорите, что отлично. Какой предмет вам дается лучше всего? Математика. В одном из наших выпусков участие принимал ваш хорошо знакомый одноклассник Владислав, который называл вас умнейшим человеком. Вы согласны с этим утверждением? Нет. Почему? Ну, это слишком высоко сказано. Он зря рекомендовал вас? Не знаю.
Ладно, игра покажет. Александр, если так случится, что именно вы выиграете 100 тысяч рублей, куда потратите эти деньги? Я их потрачу для своей семьи. А для вас это вообще реально выиграть 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов? Для меня реально это сделать, если я постараюсь? Из вопросов из какой области знания вы боитесь больше всего? Наверное, вторая половина 20 века. Ну что же, игра покажет, сможете ли вы выиграть главный приз игры «Ума палата». Это 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в первом раунде. Игроки, приступайте. Александр, вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. Верните шары на место, и мы будем начинать. Теперь о правилах. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первым начинает Александр. Итак, первый раунд. Александр, как пишется слово «винегрет», в каком слоге следует поставить букву «и»? Пишется слово «винегрет» через «е», после буквы «н» «и» и после буквы «р» «е». Где «и»? Между буквами «н» и «г». Нет, неверно. Саяна, сколько существует основных законов Ньютона? 3. 3. Верно. Александр, чему равно отношение пути к времени? Скорости? Верно. Саяна, как правильно поставить ударение в этом слове? В последнем. Верно. Александр, какое государство самое маленькое в мире? Ватикан. Верно. Саяна, кто открыл Антарктиду? Ой, не знаю. Беллинсгаузен и Лазарев. Александр, назовите самую глубокую реку в России. Лена. Енисей. Саяна, среди этих псевдонимов затесался одно настоящее имя писателя. Найдите его. Игорь Северянин, Марина Цветаева, Аркадий Гайдар, Андрей Белый. Аркадий Гайдар. Марина Цветаева. Александр, сколько метров в 1 миле? 1000. 1609. Саяна, гекта это сколько? 8. 100. Александр, назовите столицу Испании. Мадрид. Верно. Саяна, какой из этих слов написано неправильно? Песчаный, деревянный, оловянный, стеклянный. Деревянный. Песчаный. Александр, 451 градус по Фаренгейту. Это сколько в Цельсиях? 400... 232. Саяна, какое из этих сражений произошло в 1790 году? Ледовое побоище, Чесменский бой, Полтавская битва, взятие Измаила. Ледовое побоище. Взятие Измаила. Александр, какая из этих стран является светской? Турция, Ирак, Иран, Саудовская Аравия. Турция. Верно. Саяна, какая болезнь во время гражданской войны помешала Булгакову выехать за границу? Туберкулез. ТИФ. Александр, в каком году произошел медный бунт в Москве? 1648. 1662. Саяна, я спросил у нее однажды, не чувствует ли она признаков беременности, она засмеялась презрительно. Жена персонажа какого произведения изменяла супругу и не хотела детей? Анна Каренина. «Война и мир». Александр, кто такой Иммануил Кант? Философ. Верно. Саяна, назовите имя английского ученого-натуралиста, рассказавшего миру о происхождении видов. Дарвин. Это правильный ответ. Чарльз Дарвин. Время вышло. Первый раунд завершен. За его время я задал вам 20 вопросов. При этом Саяна дала 3 правильных ответа, а Александр 6. Саяна, почему только 3 ответа? Вас перехвалили? Да, наверное. То есть виноват ваш одноклассник Владислав? Нет, А кто виноват? никто. Как же? Кто-то должен быть виноват в том, что вы, отличница, даете только 3 правильных ответа. Что поделать? Что поделать? Ну что же, поделать, видимо, ничего. Александр, 6 правильных ответов. Неплохо. Что будем делать? Видимо, предоставлять вам преимущественное право ответа в следующем раунде. Вы получили это преимущество, будете отвечать первым во втором раунде, который также длится 2 минуты. Переход хода в следующем раунде, я обращаю ваше внимание, осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, дающий правильные ответы, не оставляет оппоненту шансов для ответа на вопрос. Александр, сколько звезд в Солнечной системе? 8. 1 Солнце. Саяна, когда состоялся первый крестовый поход? 1380. 1096. Александр, что из перечисленного не является родственником баклажана? Кабачок, картофель, томат. Томат. Кабачок. Саяна, какой город находится и в Европе, и в Азии? Москва. Стамбул. Александр, кто написал стихотворение, которое начинается со слов «Люблю отчизну я, но странную любовью»?
Пушкин. Лермонтов. Саяна, сколько будет 2 плюс 3 умноженное на 4? 14. Верно. Саяна, что тяжелее, литр воды или литр льда? Не одинаковые. Литр воды. Александр, самое распространенное вещество в земной коре – это Метан. кислород. Саяна, какое небесное тело в нашей Солнечной системе имеет самый высокий вулкан? Юпитер. Марс. Александр, в каком году образовался Союз Благоденствия, Тайное декабристское общество? 1822. 1818. Саяна, назовите столицу Сирии. Ай, не знаю. Дамаск. Александр, кто взошел на российский престол в 1796 году? Павел I. Верно. Александр, отношение противолежащего качества к гипотенузе – это Теорема Пифагора. синус. Саяна, поставьте правильное ударение в слове. Вероисповедание. Ну, Вероисповедание. Правильно. Александр, укажите, кто первым правителем из династии Романовых? Михаил Романов. Верно. Александр, как солдаты обращались к офицерам русской императорской армии? Ваше превосходительство. Ваше высокоблагородие. Саяна, из шерсти какого животного обычно делают смычок для скрипки? не знаю. Конский волос. Александр, сколько океанов на нашей планете? 5. Верно. Александр, единица измерения силы тока – это? Ампер. Верно. Александр же, из чего изготавливают мыло? Из животных жиров, из фтора, из стирального порошка? Из животных жиров. Верно. Александр, у какой птицы самый большой размах крыльев? Ястреб. Альбатрос. Саяна, где находится самое высокое здание в мире? В Дубай. Верно, Бурдж-Халифа. Саяна, как называется страх высоты? Не знаю. Правильный ответ – акрофобия. Время вышло. Второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. За время второго раунда я задал вам 23 вопроса. При этом Саяна дала 2 правильных ответа, а Александр – 5. Саяна, что-то все-таки нам помешало. Я абсолютно уверен в том, что отличница, выпускница, ученица 11 класса, тем более по оценкам своих одноклассников, честным оценкам, действительно является умным человеком и светлой головой. Они гордятся вами, это очевидно. Но что здесь вам помешало? Какие факторы? Давайте будем выяснять их. Ну, разволновалась, наверное. Волнение, конечно, волнение прежде всего. Это ваш первый опыт участия в телевизионной игре. Да, очевидно, что это очень значимый фактор. А что еще? Ну, знание математики, это же не всегда кругозор. Саяна, что-то хотите сказать на прощание, пожелать какие-то слова оппоненту? Я желаю тебе 20 баллов набрать. Спасибо большое. Ну что же, будем сохранять оптимизм. Спасибо вам за игру. До свидания. До свидания. Пока. Александр, браво! Выиграть у ученицы, которая на 2 года старше вас. Она учится в 11 классе, вы в 9. Что позволяет вам выигрывать у людей, которые старше вас? Давайте будем выяснять и эти факторы. Ну, это в первую очередь вера в себя, затем мое участие в Олимпиадах. Благодаря участию в Олимпиадах я невероятно расширил свой кругозор по сравнению с тем, что было. С какие олимпиады были вам подвластны? Ну, Всероссийская Олимпиада школьников, муниципальные и региональные этапы по истории. По истории. Оттуда и познание по истории. Да. Посмотрим, что покажет третий раунд. Александр, ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума Палата» – это 100 000 рублей. Я сообщаю вам, что за этот большой денежный куш можно побороться в конце телевизионного сезона. Александр, в каком году отменили крепостное право России? 1861. Верно. При каком правителе в России отменили крепостное право? Александр II. Верно. Назовите автора стихотворения «Бородино». Пушкин. Лермонтов. Кто из татаро-монгольских командующих проиграл русскому войску в Куликовской битве? Батый. Мамай. Какой по счету планетой от Солнца является Земля? 3. Верно. Чему равно отношение пути к времени? Скорости. Верно. Каким символом обозначается натрий? Не знаю. На. Какого из этих языков не существует? Нидерландского, бразильского, македонского, болгарского? Нидерландского. Бразильского. В каком слове пишется одна «н»? Нежданный, услышанный, закопченный, постриженный. Закопченный. Трава пострижена. Какая наука изучает грибы? Грибология. Микология. В каком историческом периоде мы сейчас живем? Кайнозойской, мезозойской, палеозойской? Ни в какой из них. Кайнозойской. В ноябре 1837 года состоялось торжественное открытие первой в России железной дороги. Какой у нее был маршрут? Санкт-Петербург, Царское село. Петербург-Павловск. Название какого корабля выбрал лично Николай II? Не знаю. Крейсер «Аврора». Число при π равно приблизительно 3,14. Но какая цифра идет после четверки? 6. 1. Время вышло. За время третьего раунда я задал вам 14 вопросов. Вы дали 5 правильных ответов. Кое-где вы запутались, перепутали некоторых исторических личностей.
На уже второй вопрос про Лермонтова вы даете второй ответ Пушкин. Почему-то он у вас в сознании остался, не знаю, с чем это связано. Кое-какие проблемы у нас обнаружились и в русском языке. Хотя местами вы отшучивались, это тоже весьма похвально. Но стоит отметить, что железную дорогу, первую в России, Петербург-Павловск по маршруту, да, мы засчитали за правильный ответ «Царское село». Ну что же, в последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку правильных ответов до 20, поэтому, к сожалению, покидаете нашу игру. Что-то хотите сказать на прощание, кому-то передать приветы. Игра была неплохая, но, увы. Могу передать слова школьникам нашей республики, то, что они прекрасные люди. У них одно из лучших образований на Дальнем Востоке и очень хорошее образование по меркам России. Желаю вам развиваться и развивать нашу страну. Девятиклассник Александр тому высокое подтверждение. Спасибо вам за игру. До свидания. До свидания. Это игра «Ума палата». Что ж, нельзя утверждать, что современная молодежь не интересуется историей своей родины. Это весьма похвально. Ну а я с вами прощаюсь, как всегда, до следующей недели.